Здравствуйте, дорогие телезрители! Совсем недавно участники проекта Дека СААС были обычными сельскими юношами и девушками, которые обходились без помощи стилистов и визажистов. Сейчас, пусть и начинающие, но они уже звезды. Сегодня вы, возможно, даже их и не узнаете. Ну что говорить, у вас у самих есть возможность их увидеть. Ассаламу алейкум, даггар салам маршал душук, ларми Нохчи Республики Уголхо Рамзан Ахматович, хоми хайши Сидол Махкой. Добрый вечер, уважаемый глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович, дорогие гости, друзья. Сегодня вы станете свидетелями яркого и интригующего шоу. Яркого, потому что участники молодежного творческого проекта Дека СААС — это начинающие, делающие первые шаги на сцене, но все же звездочки. И свет их таланта уже пробивается к зрителям, которые следят за ходом проекта. А вот и они сами. Встречайте! Эжаев Ризван. Ижиева Мата. Байкаев Зураб. Джагинян Сюзанна. Зубайраев Дени. Дадаханова Сацита. Жабраилов Ибрагим. Тарамова Милана. Дениев Магомед. Салтамурадова Макка. Ибрагимов Ильяс. Эди Султанова Милана. Исраилов Хусейн. Багаева Хеда. Забаев Магомед. Файзулаева Айна. Зубайраев Дени. Дудаева Лиана. Ибрагимов Умар. Кантаева Зарета. Чинтаева Имани. Арсунукаева Зарета. Итак, этим ребятам предстоит борьба не на шутку. И в этом интрига. Из 21 участников проекта победителями станут только 7. Кто эти счастливчики? Это те, кто не пропустил ни одного слова, сказанного им педагогами проекта. Это те, кто впитывал как губка знания, которыми щедро делились с ними мастера. Встречайте их. Народный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Зелимхан Дудаев. Народная артистка Чеченской Республики Медни Асхабова. Народная артистка Чеченской Республики и Республики Ингушетия Марьям Ташаева. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Сацита Шамилева. Заслуженная артистка Чеченской Республики Таиса Элибаева. Народная артистка Чеченской Республики Марьям Ганаева. Оценивать выступления наших конкурсантов и выносить на каждом этапе проекта строгий, но справедливый вердикт будут члены уважаемого жюри. Знакомьтесь. Народный артист Чеченской Республики Имран Усманов. Народная артистка Чеченской Республики Айза Ахмадова. Заслуженный работник ЧССР, автор песен, композитор Рамзан Даудов. И представитель партнера по проекту Дека СААС Чеченской государственной телерадиокомпании Грозный, заслуженный журналист Чеченской Республики Хакимова Лолита. Благодарим вас, уважаемые педагоги и члены жюри, за проделанную работу и просим вас пройти в зал.
открывать первый отчетный концерт участников молодежного музыкального проекта «Дека СААЗ». Но прежде чем мы начнем, нужно сказать несколько слов о нашем партнере по проекту. Действительно, ты прав. А основным партнером проекта «Дека СААЗ» выступила чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный», которая сопровождала нас весь подготовительный процесс, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества. Более того, они подготовили подарок для победителя. Это клип, который они профинансируют и снимут на высокопрофессиональном оборудовании с привлечением специалистов из-за пределов республики. Более того, ротация на Грозненском радио нашим участникам, думаю, тоже обеспечена. Просим ребят пройти за кулисы и готовиться к своему первому концерту. А мы с вами пожелаем им, чтобы этот концерт был первым, но не последним в их вокальной карьере. Мы должны сказать, что в этом проекте есть еще одно жюри. Зрительское – это вы, дорогие друзья. Ведь именно ваше голосование приносит очки нашим конкурсантам. Для того, чтобы проголосовать за понравившегося вам участника, надо отправить СМС-сообщение на короткий номер 5522, кодовое слово «ИРС», пробел и номер участника. Тот из выбывших, кто наберет наибольшее число ваших голосов, получит право вернуться на проект. И еще один подарок для участников, который смогут сделать зрители. Если жюри захочет номинировать этого участника на выбывание, и он наберет наименьшее количество голосов, то он будет спасен за счет первого голосования. Привет, коллеги! Знаете, мы тут вас слушали за кулисами и решили, что пора и нам свое слово сказать. Но это смотря, что вы намерены сказать, ведь сцена, знаете ли, не место для непрофессионалов. Выход к публике – это ответственная миссия. Этому нужно долго и упорно учиться. А мы учились, репетировали каждый день, зажигали не по-детски. Мы усвоили всю теорию, а теперь мы хотели бы пройти практику. Ведь у нового проекта должны быть и новые ведущие. Вот и зал нас поддерживает. Ну, раз зал вас поддерживает, то мы просто обязаны оставить вам сцену. Ой, боюсь, натворят они тут дел. Ну вот что, старички, идите, не волнуйтесь, мы справимся. А если у нас возникнут трудности, то вы же нам поможете? А для чего еще педагоги на проекте «Дека СААЗ»? Ну ладно, если что, мы тут рядом. Ни пуха, ни пера вам. Но прежде чем уйти, мы хотим представить наших новых коллег. Это Мадина Багатаева И Петимат Газалиева. Ура, мы победили! Нет, мы И еще не теперь победили. мы будем лицом проекта. Нет, мы еще не победили. Но чтобы победить, нам придется очень постараться. Это как участникам проекта? Ну да, знаешь, сколько им пришлось пройти, чтобы получить это право выйти на большую сцену? Да ладно, тут от кулис до нас всего несколько шагов. Недалеко идти, опять каждый умеет. Дай мох, дай мох, дай мох. Вот-вот. Некоторые именно с этого и начинали. Знаешь, чего стоило нашим конкурсантам дожить до своего первого выхода на большую сцену? Кастинг, прослушивание, уроки вокала, актерского мастерства и хореографии. Ну, ничего себе. Это ж какие нервы надо иметь, чтобы такое выдержать. Вот помню, когда я впервые вышла на сцену. Позже об этом. Нам уже пора начинать наше шоу. Но перед этим, дорогие друзья, я хотела бы сказать, что в рамках проекта «Дека СААЗ» возникли два замечательных коллектива. Это хореографическая группа, которая украсит выступления наших конкурсантов. И Я знаю. И вокально-инструментальный ансамбль «Седа». а ты их откуда знаешь? Они поют и сами играют. И вообще классные ребята. А ты их откуда знаешь? Они мне шоколадку дали и мороженым угостили. Ладно, объявляй первый номер, сладкоежка. Встречайте, ансамбль «Илли» и наши конкурсанты. Магомед Забаев, Эжаев Ризван, Ибрагимов Ильяс, Ибрагимов Умар. Джабраилов Ибрагим.
Уважаемые телезрители, вы можете проголосовать за понравившегося участника. Для этого надо отправить смс-сообщение на короткий номер 5522, кодовое слово «ИРС», пробел и номер участника. Например, для того, чтобы проголосовать за Зарету Арсанукаеву, надо отправить смс на номер 5522, кодовое слово «ИРС», пробел и цифра 1. Кто знает, может, именно ваш голос станет судьбоносным. Зарета, тебе выпала честь открывать этот замечательный вечер. Ну, если не считать хоровое выступление наших участников с ансамблем Илли. Расскажи нам, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Каждый выход на сцену, конечно же, всегда волнение, прямо как на экзамен ГИА, который я недавно сдавала. Страшновато, конечно, быть первой, но я надеюсь, что я справлюсь и не подведу своих педагогов. Зареточка, мы тебе в любом случае желаем удачи. Спасибо. А вы, дорогие друзья, оцените выступление нашей следующей конкурсантки. Первой песней, которую она спела на школьном мероприятии в селе Наур, была песенка про мамонтенка. Затем было выступление на республиканском конкурсе «Седерчи», где она заняла первое место, а через год стала лауреатом международного детского конкурса «Звездочка Адыгеи». Теперь это наша звездочка. Пусть здесь грозном сияет песня «Город». Зарета Арсанукаева. Встречаем.
Husuna yudaye maka
все поняла? Все, поняла. Буду как шелковая, как нежные цветы на широких полях, как журчание воды в быстрых реках, как ласковый ветер, верхушка деревьев. Может, я слишком сильно ее наказала? Бедная девочка, у нее стресс. Что я натворила? Да не парься ты, все окей. Пока ты читала мне нотацию, я заглянула в программу. Сейчас на сцене должен выйти следующий участник проекта, который мечтает попасть в группу Илли, Ризван Эжаев с песней «Родина моя». Сам он из Верхнего Наура 13 лет впервые увидел живое выступление Валида Дагаева. И так оно Ризвану понравилось, что он научился играть на дечик-пондаре. Понятно? Понятно. Уходим? Уходим. Ризван, твой выход. А я пока ей валерьянки накапаю. وردات صاحون يديمو لقلمنا شوداناش شراريناش حمص كرشاس يزاقاش يحاشيلا شوداناش سونا مخيستو وردات صاحون يديمو حمص كرشاس يزاقاش يحاشيلا شوداناش سونا مخيستو وردات صاحون يديمو جاحيلر خداك وحبو صاحهم يديمو خان يلي جغلو شبو وخبي زمديمو حابس كرشاس يزاقاش يحاشيلا شوداناش سونا مخيستو ورداس صاحهم يديمو حابس كرشاس يزاقاش يحاشيلا شوداناش سونا مخيستو ورداس صاحهم يديمو Не устану воспевать родину свою, горы, реки, поля, небо синего. Всех нас вместе собрала, всем служиться помогала, всем нам счастье ты дала, Родина моя. Всех нас вместе собрала, всем служиться помогала, всем нам счастье ты дала, Родина моя. Всех нас вместе собрала, всем дружиться помогла, всем нам счастье ты дала, Родина моя. حمص كرشاس يزاقاش يحاشيلا شوداناش سونا مخيستو ورداس صاحهم يديمو صاحهم يديمو Пойдем, не бойся. Не буду я тебя давить авторитетом. Я понимаю, что ты комплексуешь рядом со мной, опытной ведущей. А я и не знала, что ты такой ас в этом деле. Да что ты? Я столько церемоний провела.
Мне аплодировал сам Рамзан Ахмадович. О, а гонорары у тебя большие? Вообще-то мы известный ведущий, на такие вопросы не отвечаем. Но тебе так и быть. Расскажу по-дружески, но не при всех же. Ладно, секунду. Ойланыш, встречайте участницу проекта Дека Сааз Хеду Багаеву. Потрясающе! Оказывается, быть ведущим очень даже почетно. Еще бы! Я не могу спокойно пройти по улице. Все просят автографы, хотят фотографироваться. Какая интересная жизнь! О таком успехе мечтают все творческие люди.
Вот, например, Зураб Байкаев 8 лет впервые имел успех у публики. Это было Саратов День Победы. С тех пор прошло 7 лет. И сегодня он приготовил для выступления красивую песню «Последнее лето». Итак, Зураб Байкаев. Распрощалось последнее лето, унося наши лучшие дни. Обшивать хочет золотом осень, между нами разлуку любви. Расхотела, чтоб птицы напели, как тогда пели в летнем саду. Не хотела, чтоб звезды пели, чтоб взаимными были мечты. Но зачем разлучила нас осень? Ведь дороже тебя не найти. Отражение твое я теряю, как теряю деревья листву. Может, мне не по силу то сердце, но я чувства сумею сберечь. Может, стану я радугой лета, чтобы радовать свет твоих глаз. Все так же теряю деревья, пожелтевшие листья в саду. И живу я мечту лишь лелея, безответной любви я в плену. Смотрят звезды с небес безучастно, лишь холодным мерцая огнем. И душа бьется раненой птицей, утро хочет взлететь за тобой. Но зачем разлучила нас осень? Ведь дороже тебя не найти. Отражение твое я теряю, как теряю деревья листву. Может, мне не под силу то сердце, но я чувства сумею сберечь. Может, стану я радугой лета, чтобы радовать свет твоих глаз. Зачем разлучила нас осень? Ведь дороже тебя не найти. Отражение твое я теряю, как теряю деревья листву. Может, мне не по силу то сердце, но я чувства сумею сберечь. Позже стану я радугой лета, чтобы радовать свет твоих глаз. А ты знаешь, как добиться успеха в шоу-бизнесе? Знаю, много работать, снять отличные клипы, появляться часто на телевидении и попасть в ротацию на радио.
Не это главное. А что главное? Слушать. Кого? Продюсера? Нет маму. Мама плохого не посоветует. Вот тебе пример. Милана Тарамова. Ее мама поет. И, конечно, Милана тоже захотела по примеру мамы петь. И вот она с песней «Нана» уже выходит на эту сцену. Давайте поддержим Тарамову Милану нашими аплодисментами. Они ей сейчас очень нужны.
Там за сценой такое напряжение, ребята перед выходом волнуются ужасно. Конечно, это всегда так бывает. Миланочка, твоя мама тоже поет. Скажи, пожалуйста, она помогала тебе готовиться к концерту? Конечно же, моя мама меня всегда поддерживала, и сегодня она сидела в зале и поддерживала меня. Но я уверена, что ты растрогала сегодня многие сердца. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что вы можете проголосовать за Милану, отправив смс-сообщение на номер 5522, кодовое слово ИРС, пробел, цифра 5. Мы приглашаем на сцену Магомеда Забаева с песней «Бамби Кехот». Мухаммад, я тебе уже говорила, что ты мне кое-кого напоминаешь. Да, говорила, что я похож на Султана Исламова. Как ты думаешь, в зале еще кто-нибудь заметил сходство? Ну,
думаю, что да, заметьте. Дорогие телезрители, если вы хотите проголосовать за неповторимого молодого человека по имени Мохмад, присылайте ваше сообщение на номер 5522. Кодовое слово ИРС, пробел 6. Знаешь, Петька, этих ребят искали по всей республике, отбирали самых способных. Ничего, вот я немного подрасту, и тогда никого не надо будет искать. Объявят очередной конкурс вокалистов, а я тут как тут, готовая победительница. Но чтобы стать готовой, надо готовиться. Вот так, как Милана Эдисултанова. Она впервые вышла на сцену в 14 лет. И даже когда поступила в Кисловодский институт экономики и права, она не забросила занятия пением и на проекте усердно училась. Ладно, посмотрим, что ей дали уроки наших педагогов. Здесь ведь важен не только вокал, но и стиль движения, и актерская подготовка, и эмоциональность. Милана Эдисултанова. Пошли, профессор, там лекцию свою закончишь. Ты очень эмоциональный человек. Скажи, на сцене плакать не будешь? Нет, сегодня я плакать не буду. Сегодня у нас первый отчетный концерт. Ну, конечно, как и все, я очень переживаю и волнуюсь. Но самое главное, это не забыть слова. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо. В таком случае я тебе желаю удачи и вперед. Ну а я вам напоминаю, дорогие телезрители, для того, чтобы проголосовать за Милану Эдисултанову, надо отправить смс-сообщение на номер 5522, кодовое слово ИРС, пробел, цифра номер 7.
Милана, молодец, хорошо спела. Не надо так шуметь, у нас конкурс вокалистов, а не крикунов. Да я просто похвалить хотела Милану. Приятно ей сделать. Что здесь такого, правда? Да не кричи. Я не кричу, я общаюсь с публикой. Это такой модный прием у ведущих. Интерактивность называется. Хороший прием, я ничего не имею против. Я просто пытаюсь объявить следующий номер. Песню «Макайка» исполняет Ильяс Ибрагимов. Ну так и сказала бы. А то не кричи, не кричи. Ильяс Ибрагимов с песней «Макайка». Встречаем!
вспомню, как пару месяцев назад ты буквально ворвался на эту сцену и попросил педагогов тебя еще раз послушать. Они взяли тебя с испытательным сроком до первого отчетного концерта. Как ты думаешь, сегодня с тобой будут прощаться? Ох, я даже не знаю, но с первого дня моего пребывания на этом проекте я делал все, что в моих силах. Дальше знаю как, но я хочу вот остаться в этом проекте. Дальше решать будет судьи. Ладно, Ильяс, открою тебе один маленький секрет. Дело в том, что мне твои педагоги сказали, что ты успешно справился с испытательным сроком и остаешься на проекте. Мои поздравления. Слушай, ты как великий специалист в шоу-индустрии, скажи мне, лучше сразу ворваться на сцену с каким-нибудь мега-хитом или лучше постепенно, шаг за шагом завоевывать любовь публики? Помнишь, я говорила, что надо слушаться маму? Ну да, мама плохого не посоветует. Вот именно. И вот когда я что-нибудь запеваю, знаешь, что мне мама говорит? Что? Варила, ты подумай, что делаешь? У меня думать иногда не получается. Я очень импульсивная. Вот однажды на концерте. Это подождет. А вот Айна Пайзулаева больше ждать не может. Айна говорит, что пение – это ее призвание и готова заниматься этим всю жизнь. И вот сейчас ее первый выход на профессиональную сцену. Песня «Варила», Айна Пайзулаева. А ты, Петька, премудрая наша, расскажешь про свои проделки.
Айна, насколько мне известно, для тебя вполне привычное дело выступать перед публикой. Скажи, сегодня волновалась? Сколько бы раз артист не выступал на сцене, волнение всегда будет присутствовать. И сегодня я очень-очень волновалась. Понятно. Напоминаю вам, дорогие телезрители, что для того, чтобы проголосовать за Айну Пайзулаеву, вы можете отправить смс-сообщение на номер 5522, кодовое слово ИРС, цифра 9. Однажды меня попросили написать песню для одного известного певца. Да ты что, а можно об этом потом? Красивая мелодия всегда находит отклик в сердце, и успех наших конкурсантов во многом зависит от того, какую песню им доверяют исполнить педагоги. Лично мне можно доверить любую песню. Я могу из нее сделать настоящий хит. Ну, кто бы сомневался. А давай лучше посмотрим, удастся ли покорить зал своим исполнением Хусейну Исраилову. Отобрали чужое счастье. Что? Ну, я имею в виду, что педагоги отобрали для Хусейна песню «Чужое счастье», Что? которую он сейчас для нас и споет. Что ж, я думаю, зал поддержит Хусейна, а мы пойдем за кулисы. Я тебе расскажу о пользе скромности. Скромность? А что это такое? Сияние душ, сплетение, драгоценное молчание, мимолетные сомнения и небесных труб звучание, словно странник на чужбине и ловец мирского счастья, обреченным стал отныне на невзгоды и ненастья. Я как безумный повторяю твое имя, но теперь забыт я небом и закрыто счастье дверь. Чужой судьбой теперь ты стала, на песке твои следы размыло море, больше не вернешься ты, больше не вернешься ты. По щекам катились слезы, как гроза в начале мая. Потерять тебя так просто, как найти тебя не знаю. Понял я, но слишком поздно, ты была моей судьбою. Не погаснут больше звезды под окном у нас с тобою. Я как безумный повторяю твое имя, но теперь забыт я небом и закрыто счастье дверь. Чужой судьбой теперь ты стала, на песке твои следы размыло море, больше не вернешься ты, больше не вернешься ты. Как безумный твое имя я шепчу, повторяя вновь тебя люблю. Словно ангела тебя я жду, без тебя я. Я как безумный повторяю твое имя, но теперь забыт я небом
и закрыта счастье дверь. Чужой судьбой теперь ты стала, на песке твои следы размыло море, больше не вернешься ты, больше не вернешься ты. Я как безумный повторяю твое имя, но теперь закрыто небом и закрыта в райне дверь. Чужой судьбой теперь ты стала, на песке твои следы размыло море, больше не вернешься ты, больше не вернешься ты, не вернешься ты. Дорогие телезрители, сейчас мы прерываемся на выпуск новостей, после которого продолжим наш замечательный вечер. Оставайтесь на канале Грозный.